В предстоящую пятницу в столице Башкортостана состоится вечер бокса. В нем примут участие ведущие башкирские спортсмены Артур Субхангулов, Азалия Аминева. И пройдет это крупное мероприятие в центре борьбы. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Эдуард Абдидилов, директор Дворца борьбы. Эдуард Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Эдуард Юрьевич, ну вот в пятницу предстоит очередное крупное мероприятие спортивное, и в очередной раз его примет Дворец борьбы. И, насколько я понимаю, уже солд-аут, билетов нет. Да, уже все билеты проданы, 5000 зрителей мы ожидаем. Это достаточно масштабное мероприятие вот среди всех, которые у нас проходили. Но я думаю, что мы отлично примем это мероприятие. Все службы готовы, все системы работают в полном объеме, поэтому всех ждем. Насколько пришлось, может быть, наверняка в помещении ввести какие-то новшества, изменения? Вот насколько это был трудоемкий процесс? Ну, если мы говорим о подготовке непосредственно к вечеру бокса, на самом деле площадка многофункциональная. Мы можем менять ее под разные форматы достаточно быстро, поэтому каких-то таких сложностей мы не увидели. То есть в партере будут установлены стулья дополнительные, да, которые у нас в большом количестве остались после проведения различных форумов. Сейчас у нас главная арена, она оформлена двумя огромными экранами 25 на 8 метров. Мы буквально недавно их запустили. У нас световое оборудование максимально установлено во дворце, звук шикарный. То есть, мы готовы полностью. Эдуард Юрьевич, но параллельно пройдет еще одно мероприятие, и также во Дворце борьбы. Мы с вами об этом говорили еще до нашего интервью, до эфира, что пройдет еще и чемпионат России по дзюдо среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Так точно, да. Вот как удастся принять эти два мероприятия, тоже крупные? Это крупное мероприятие. Я бы более того сказал, что у нас в это время еще и не будет прерываться тренировочный процесс. То есть мы 3 больших процесса можем совместить. Собственно, я говорил, что логистически наш дворец – это такой уникальный центр, где мы можем проводить и соревнования, то есть вот чемпионат России, и соревнования вечер бокса, и тренировочный процесс, и все цепочки логистические, они будут независимы друг от друга. То есть мы не пересекаем детей, взрослых, зрителей. Это вот в силу того, что нам республика построила такой уникальный дворец. Эдуард Юрьевич, и мы с вами говорили о том, что на самом деле очень много разных видов борьбы сейчас есть во дворце, культивируется дзюдо, и ждете вы самых маленьких ребят, да, что это именно такой развивающийся микрорайон, где есть молодые семьи, которые с нетерпением ждали открытия Дворца борьбы. Какие сейчас есть виды? Может быть, пополнили секции? На самом деле наш дворец уже, в принципе, загружен практически в 2 раза больше от его нормативной загрузки, да. Мы имеем сейчас секции и вольной борьбы, и грэпплинга, и самбо, и дзюдо. И греко-римская борьба, наконец, зашла к нам уже во дворец. То есть 4 ковра, 2 прекрасных зала под спортивную школу Олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Мы уже выделили, они занимаются у нас уже ежедневно. Я каждый день смотрю в камеры, все ковры переполнены. Набор почти что во все группы мы уже прекратили. Кстати, для родителей, которые хотят и рассчитывают, многие думают, что сначала сезона отдадут в сентябре ребенка, да, наверное, будет разумнее сейчас записаться, потому что я думаю, что к сентябрю, в августе уже все, мест не будет никаких. При этом наши тренеры такие уникальные товарищи, они тренируют. Вот сейчас Камила Зулькарнаева, например, да, она взяла детишек с 1,5 до 3 лет. Понятно, это не борьба, но это совместные занятия с родителями. Группу набрала, и детишки, просто они вдыхают этот аромат борьбы, зала, то есть они привыкают к залу, да, и я понимаю, что в 4-5 лет они уже наденут, соответственно, форму того вида борьбы, который они выберут, и будут у нас уже начинать учиться бороться потихонечку. И один из моментов, который позиционировали именно, что во Дворце борьбы будут заниматься не только начинающие спортсмены, да, это очень круто, что в таком комплексе занимаются начинающие спортсмены. Вы сейчас меня прям удивили, что там малыши ходят, да, для того, чтобы проникнуться этой атмосферой. Но также занимаются и сборной России. Это тоже предполагалось. Вот сейчас уже поставили это на поток, как-то есть? Да, смотрите, ситуация какая. У нас есть история с массовыми тренировками детских групп.
И поскольку мы являемся центром спортивной подготовки Республики Башкортостан по борьбе, мы завели сборные команды Республики Башкортостан по всем видам борьбы, которые у нас развиваются во дворце. И для них выделили отдельный, самый большой зал, это на Малая арена называется, на 3-м этаже зал. И определили время, в которое непосредственно по списку члены сборной занимаются у нас в спортзале. При этом многие посетители нашего дворца и даже через окна видели, мы закупили огромное количество тренажеров. Эти тренажеры, которые мы закупили, они как раз для членов сборных команд по борьбе, для наших борцов. То есть это не тот фитнес-центр, который мы ожидаем к открытию, может быть, к концу лета, да? Это непосредственно тренажеры для занятий ОФП нашими сборными. То есть мы им обеспечиваем максимальную подготовку ОФП, круговые тренировки, тренировки на ковре, тренировки на нашем спортивном ведре на улице, футбольная площадка, легкоатлетические дорожки. То есть вот весь комплекс, который может быть представлен и необходим для борцов, он у нас есть. Очень много разговоров было о том, что когда же откроется бассейн. Бассейн открылся, мы об этом рассказывали, показывали. Востребован сейчас вот и этот вид, и это направление? Да, у нас открылись 2 чаши бассейна. Мы его запустили месяц назад. Немножечко, конечно, идет не по тому плану, как мы планировали. В первую очередь мы хотели предоставить возможность ходить в бассейн жителям, которые вот проживают в нашем районе. Да. Спрос был колоссальнейший просто. И первое время мы даже не пускали арендаторов для того, чтобы все люди могли прийти к нам и свободным плаванием заниматься. Но сейчас, когда мы немножечко поняли, что желаемое действительно оно отличается, и спрос на свободное плавание он меньше, мы уже запустили спортивные секции, спортивные клубы, которые занимаются развитием, да, водных видов спорта. Соответственно, больше половины занято вот, непосредственно секциями арендными, да, остальное это время для посещения жителями. Востребован, конечно. Еще есть легкоатлетическая дорожка, именно легкоатлетическая площадка, которая открыта рядом с дворцом борьбы. Вот чем она загружена? Буквально на прошлой неделе мы... Наверное, даже 2 недели назад мы открыли наше спортивное ядро в части спортивных легкоатлетических дорожек и футбольного поля. Более 500 человек у нас зарегистрировалось как желающих бегать на легкоатлетических дорожках. С 6 до 9 утра эта возможность предоставляется всем абсолютно бесплатно. Любой человек может зарегистрироваться на сайте, прийти и ими пользоваться. По факту, скажем, конечно, желающих, как всегда, много. По утрам приходит, ну, буквально там 10 человек, но тем не менее, я думаю, что это со временем история раскачается, и бегунов, любителей бега будет больше. Также мы уже буквально в это воскресенье провели первое соревнование по футболу, порядка 200 участников у нас было, то есть мы решили, мы даже стали инициаторами, скажем, создания Федерации футбола Октябрьского района на нашей базе, сбазированной на нашем футбольном поле, потому что спрос большой, команд очень много, и хотелось бы как-то это систематизировать, эту работу именно в нашем Октябрьском районе, в котором мы находимся. Поэтому сейчас у нас эта федерация, которая вот находится в процессе регистрации, она будет развивать и футбол еще очень мощно. Эдуард Юрьевич, ну у вас дворец борьбы действительно такой многофункциональный комплекс. И когда мы даже мимо проезжаем, то мы всегда видим, что и на лестницах люди сидят. Да, вот в выходные, в пятницу, в субботу мы видим, как и пары теперь уже приходят к вам, да, молодожены приходят на фотосессию. То есть какие-то уже традиции наверняка появились. Да, на самом деле объект очень востребован для фотосессии. Каждый день это все видят, это можно в любое время, когда хорошая погода, приехать. Да, у нас и зимой, и летом, особенно сейчас, огромное количество блогеров приходят, снимают разные видео, там, танцевальные или что там они снимают, да. Вот. Фотосессии бесконечные. Свадьбы. Обычно 2-3 свадьбы у нас ближе к выходным бывает. То есть мы запланировали такую тоже традицию, да, чтобы борцы, вот те борцы, которые сочетаются браком, им бесплатно предоставить наш дворец для регистрации выездной. Потому что, ну, это красивая история, когда вот в этот храм борьбы и борцы будут на всю жизнь, они, ну, как-то частично привязаны, пусть хотя бы, даже если они занимаются не у нас, но будут связаны с нами вот такой красивой историей. Это символично. Очень.
И еще мы говорили о том, что есть даже какие-то суеверия. Да? Ну, у спортсменов есть такие моменты, когда стоят и фигуры борцов. И вот вольники, классики, те, кто занимается греко-римской борьбой, как-то уже какую-то традицию завели, да, я правильно понимаю? Да, смотрите, у нас, ну, во-первых, пока не забыл, хотелось бы отметить вот что. Мы сделали 2 детские зоны внутри нашего дворца, потому что зоны для родителей, ожидающих детишек своих, они уже были, они очень красивые, они очень интересные и востребованные. А вот для детей, которые, ну, совсем маленькие, которые ждут своих старших братьев и сестер с тренировок, у нас таких зон не было. Сейчас мы их сделали 2. Федерация спортивной борьбы это закупила, нам подарила это все. Вот. И сейчас маленькие детки там проводят время. Касаемо тех традиций, которые у нас заложены теперь во дворце при отправке сборных команд на какие-то крупные соревнования, первенство округа или какие-то всероссийские или международные соревнования, сейчас мы заложили традицию, что члены сборных команд, они натирают, если это мы говорим про вольную греко-римскую, то это уши борцов этих скульптур, если мы говорим про самбо, то это пояс самбиста натирают, да, на удачу. И вот уже буквально такая история у нас случилась. Алия Мухаметьянова, наша звездочка, тренер Станислав Орлов, они в 6 утра перед первенством мира приехали, натерли наш пояс и вернулись с золотой медалью. Принесли, показали, отчитались золотую медаль. То есть вот так вот. Ну и сейчас мы провели сборы по самбо, подготовка к первенству Приволжского округа. Буквально 28 числа уже оно пройдет. И каждый спортсмен, генерал Киреев у нас мастер спорта по самбо, заслуженные тренеры, ветераны, все пришли, потерли пояс, пожелали удачи. Я думаю, что эта традиция приживется. Отлично. Ну и самое главное, что она уже проверена Алией Мухаметьяновой. 100% проверено. Эдуард Юрьевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, чем живет дворец борьбы, такой крупный объект, такой красивый, который покоряет не только своим внешним видом, но еще и тем, чем он наполнен. Это жизнь для всей Уфы и для всей республики. Спасибо огромное. Вам спасибо, что позвали. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.